Доброе утро, Якутия! Начинаем новый день. Вместе с вами на НВК Саха Якутия 24. Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. Друзья, сегодня мы, так же, как и по традиции, желаем вам отличного, бодрого утра, чтобы сегодня у вас все планы были выполнены, все сложилось, все было гладко и ровно. И, конечно же, хотели бы начать с наших замечательных сюжетов. Сегодня у нас в выпуске мы поговорим о белых медведях, потому что сегодня празднуется их, можно сказать, профессиональный праздник. Да, расскажем все самое интересное о том, что у нас в зоопарке пополнение, о том, что наши медведи разъезжаются по стране, и мы пристально следим за их будущим. Также, конечно, поделимся о том, какие книжные герои в приоритете у наших россиян, на кого они хотят быть похожи. Познакомим вас с новой книгой, поговорим о том, как правильно говорить, ну и еще много всего интересного. Да, в том числе у нас будет в гостях финалистка конкурса «Вот это да!», ну а также еще с одним гостем мы поговорим о путешествиях за полярный круг. В общем, все будет очень-очень интересно. Заваривайте что-нибудь покрепче, чай или кофе. Ну и, конечно же, мы начинаем. Руслан, а ты знал, что можно улыбаться глазами? Вот так смотришь на человека и передаешь ему свое тепло, энергетику и хорошее настроение. Слушай, ну, мне кажется, да. Я вот, типа, иногда, если чуть прищурить глаза, я как будто улыбаюсь, да? Давай проверим. Ну, такое чувство, что скорее это сарказм. Не очень получилось, да? Хорошо. Но, тем не менее, сегодня, 27 февраля, празднуют День улыбок глазами. Да если это кто не знал, многие умеют проявлять чувства именно так. Чаще всего это позитивные люди, которые не привыкли грустить и пускать слезы. Для таких оптимистов и был придуман этот замечательный праздник. День улыбок глазами празднуется не только в России, ведь он признан международным, хотя дату основания никто не знает. Дата утверждена, и предлагаем не спорить, а поздравить своих улыбчивых друзей, коллег и знакомых. Ну, кстати, если мы заговорили об улыбке и об оптимистах, то в России их также достаточно много, как и в других странах. День оптимиста празднуется 27 февраля. Кто придумал отмечать это событие именно в последних числах зимы, неизвестно. Но в любом случае это прекрасный повод попрощаться с наскучившими серыми зимними буднями и подготовиться к встрече с солнечной весной. Позитивно настроенным людям, в отличие от пессимистов, не свойственны депрессии. Они легче идут по жизни, не заостряя внимание на неудачах и не пасуют перед возникающими трудностями. Международный день оптимиста – хороший повод поделиться своими энтузиазмом, положительными эмоциями и верой в светлое будущее. Это день, когда каждый может стать оптимистом в действии. Попробуйте провести день с улыбкой и сконцентрируйтесь на приятных мелочах. И, возможно, жизнь покажется не такой уж сложной и напряженной. Любой может отметить Международный день оптимиста, делая что-то пробуждающее. Оптимизм в нем или в других. Считается, что позитивное мышление не только помогает в решении сложных жизненных задач, но также благотворно влияет на самочувствие. Позитивные люди легче относятся к проблемам, из которых, казалось бы, нет выхода, и умеют находить плюсы во всех ситуациях. Этот праздник – это отличный день, чтобы начать позитивно мыслить. Заведите дневник для записи благодарностей, сосредоточьтесь на своем успехе, соберите близких друзей и вспомните все положительные моменты, которые вы пережили вместе. Запланируйте что-то интересное на ближайшее будущее. А можно просто устроить вечеринку с шуточными конкурсами или сделать что-то доброе. Ученые говорят, что ген оптимизма передается по наследству. Он же отвечает за самоуважение и самооценку. Однако исследователи предупреждают, что далеко не все определяется генетикой. Нужно учитывать и множество других факторов. В общем, начинаем день с улыбки, можно даже глазами, и настраиваемся на позитивный лад. Поэтому мы уже начали праздновать День оптимиста. Видите, у нас улыбка практически до ушей. И считаем, что это должно передаться и вам. Да, еще, оказывается, доброта – это мощный инструмент для повышения благополучия. Ежедневные добрые дела могут повысить удовлетворенность жизнью, а совсем недавно исследователи обнаружили, что самоотверженность побеждает эгоизм и дает человеку ощущение счастья. Жизнь приобретает смысл, чувство собственной бесполезности и пустоты существования уходит, когда вы помогаете другим. Ученые доказали, что новостные сюжеты, ориентированные на доброту, могут снять остроту сложного, депрессивного освещения, заменив чувство отчаяния, надежды, а включать большее количество материалов, основанных на доброте, в новостях могло бы предотвратить синдром среднего мира, когда люди верят, что мир более опасен, чем он есть на самом деле, что приводит к усилению страха, беспокойства и пессимизма. Но наши новости-то всегда хорошие. Поэтому к новостям.
Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Утвержден порядок подготовки решений правительства об отчуждении федерального имущества. Основанием для подготовки могут стать поручения или указания президента, поручения председателя правительства или его заместителя, который координирует работу федеральных органов власти по вопросам управления госсобственностью. Опубликованное постановление поможет урегулировать порядок подготовки решений при отчуждении отдельных значимых объектов федерального имущества, на которые не распространяются нормы приватизации. На сохранение пенсии за выслугу лет мобилизованным и контрактникам, служившим в силовых структурах, будет выделено 4 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписано в правительстве. Ранее президент Владимир Путин поручил возобновить такую поддержку для военнослужащих, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами различных силовых структур. Напомним, раньше при возвращении человека на службу начисление ему пенсии приостанавливалось, и он получал только денежное довольствие. Однако указ, подписанный президентом, меняет ситуацию и сохраняет за такими гражданами право на пенсионное обеспечение. Акцию по установке противопожарного оборудования проводят в республике. Активно участвуют предприятия, организации, а также представители администрации муниципалитетов. Пожарный извещатель является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей на пожарах. Установка АДПИ на потолке и стенах не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки. Так, в пригородном селе Хатасы ведут установку автономного дымового пожарного извещателя. С начала года установлено 170 предупреждающих устройств, в том числе 46 в частных домах. В первую очередь устанавливают в домах, где многодетные семьи, одиноко проживающие пожилые люди, также близким родственникам участников специальной военной операции. У нас на селе Хатаса установлены АДПИ двух видов. Это автономные дымовые пожарные извещатели на батарейке Крона. Он работает автономно, чисто дома. Предупреждает хозяев, например, ночью. Если почувствует дым, что идет уже сигнал. А дымовой пожарный извещатель с симкой, у нас АДПИ GSM тоже установлено. Мы проверяем их каждый год. В ботаническом саде СВФУ готовятся к весеннему посеву. В этом году в связи с проведением международных игр «Дети Азии» основной упор делают на выращивание цветов. Саженцы уже выросли, и скоро начнется пикировка. Затем цветы пересадят в отдельные горшки. Благодаря работникам сада этим летом до 45 тысяч душистых цветов украсит Якутск и территорию студгородка. Также в ботсаду СВФУ посадили семена овощных культур. Когда начнется дачный сезон, некоторую часть будут продавать жителям Якутска. Мы начали сеять семена с середины января, многолетники и, например, аустома, который дольше растет. И когда первые пары настоящих листов появляются, мы пикируем их. Поливаем по мере высыхания почвы и можем удобрять постепенно цирконом и азотными удобрениями. Пока мы посеяли только перцы, рано еще, остальные будем сеять где-то в марте. Перцы, помидоры, огурцы и так далее. А молодым людям, которые живут в малых поселениях, предлагают сохранять неизрасходованные вовремя средства Пушкинской карты на будущий год. Пушкинская карта выдается бесплатно проживающим в России людям в возрасте от 14 до 22 лет. С ее помощью можно бесплатно посещать музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры в рамках установленного лимита 5000 рублей в год. А непотраченные средства по итогам года сгорают. По мнению парламентариев, в небольших поселках и малых городах может не быть мероприятий в рамках программы или их количество минимальное. В итоге не у всех есть возможность потратить предназначенные средства в положенный срок. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Друзья, мы рады всех приветствовать, кто к нам присоединился. Желаем вам бодрого, отличного утра. Также хотелось бы напомнить про наш телеграм-канал, где помимо интересных новостей, сюжетов из наших выпусков, вы также можете получать большую пользу в виде, например, пригласительных. В том числе сегодня в течение дня будьте внимательны. В нашем телеграм-канале мы выложим небольшую викторину, и, соответственно, человек, который правильно ответит на все вопросы, получит очень хороший приз. Это пригласительный на 2 персоны в Русский театр на премьеру
спектакля «Маскарад», который состоится 1, 2, 3 Ну, мы как раз марта. вчера пообщались, Да. получается, с исполнителем главной роли, а также с режиссером-постановщиком, что позволит вам не познакомиться не только с информацией об этом спектакле, но и увидеть все вживую. Так что не пропустите викторину. Да, ну а в продолжение хотелось бы отметить, что, пожалуй, одной из самых известных песен о пользе зарядки можно назвать песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика». Песня написана для спектакля театра сатиры «Последний парад» по пьесе Александра Штейна в 1968 году. Песни были написаны для актеров и исполнялись ими. Однако, по некоторым версиям, в спектакле песня звучит из радиоприемника голосом Владимира Высоцкого, но в действительности она исполняется самими моряками. Ну а к чему мы это рассказываем? Ну правильно, к тому, что прямо сейчас у нас не только зарядка, но и мы хотим, чтобы она была под бодрую музыку. Так что включаем популярный хит о утренней гимнастике и выполняем упражнения вместе с нашими тренерами. Доброе утро! Мы делаем сегодня зарядку. Для начала разомнем кистевые суставы, локтевые суставы, плечи. Сделаем разведение в стороны. Тем самым мы прогреем свои суставы. Затем мы сделаем подтягивание на турнике. Беремся турник и делаем подтягивание. После чего мы сделаем очередное упражнение. Это сделаем на грудную группу мышц. Это отжимание от пола. Ставим руки. Руки у нас идут под 45 градусов. И делаем отжимания. Затем мы делаем упражнение на пресс, то есть пробуем скручивание. Ложимся. Руки перед собой и делаем скручивание, соединяя верхнюю точку с нижней точкой. Тем самым прорабатываем пресс. Затем идем мы к лавочке и делаем упражнение на трицепс. Опускаемся, плавно поднимаемся. Следующее упражнение сделаем упражнение на ноги. Называется выпады. Делаем выпад вперед и опускаемся вниз. Поднимаемся. Опускаемся вниз. Поднимаемся. То же самое делаем на вторую ногу. На этом мы закончили свое упражнение. Ну, замечательные упражнения, мне кажется, правда, довольно такие сложные, рассчитаны на сильную половину. Да-да-да, достаточно такие серьезные, я бы сказал, для утра. Но, кстати, спорт бывает разный, да, и вот, например, с 21 февраля по 3 марта в Казани проходит инновационное спортивное событие, ежегодный фиджитал-турнир «Игры будущего». Здесь принимают участие около 2000 киберспортсменов со всего мира, в том числе команда из Якутии «Хату». «Игры будущего» — это первый в истории международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, который объединяет элементы физической активности и цифровых технологий. Президент России Владимир Путин присутствовал на открытии «Игр будущего». Об этом ранее сообщали в Москва, Кремль, Путин. В декабре прошлого года глава государства подписал закон о проведении «Игр будущего» в Казани. В документе он указал, что целью мероприятия является продвижение и популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, сочетающих физическую активность и цифровые технологии. Участники соревнуются на стыке цифрового и физического пространства по футболу, хоккею, баскетболу, гонкам, единоборствам, скейтбордингу, виртуальной велогонке и BMX. Есть турниры по лазертагу в стиле шутеров Warface, Counter-Strike 2 и Standoff. Киберспортивные соревнования по играм Dota 2, Mobile Legends, Bang Bang и Мир танков. В разделе «Вызов скорости» киберспортсмены проходят игры в формате спидрум. Также на арене состоится битва роботов, гонки дронов и многое другое. Призовой фонд игр составляет $10 миллионов. Соревнования будут идти 10 дней по 21 дисциплине. В них примут участие около 2000 киберспортсменов со всего мира, в том числе киберспортивная команда из Якутии «Хату». Напомним, в 2023 году команда «Хату» заняла первое место в своей дисциплине. И в этом году команда Якутии «Хату» одержали уверенную победу в матче против коллектива
Рамбот R10 из Испании. Но это еще не конец. Игры будущего продолжаются. Мы будем следить за игрой нашей команды и надеяться, что они снова станут победителями. Да, Ну, действительно, очень, Очень серьезное мероприятие. захватывающе. Ты знаешь, сначала смотришь и кажется, что это кадры из какого-то фильма или мультсериала о будущем. А оказывается, это уже сейчас в Проходит здесь, действительности. сейчас Да. практически. И да, действительно, нашим ребятам мы желаем успехов, показать себя на все 100% на этих соревнованиях. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь мы в футбол будем играть онлайн коллективом, еще и в очках, которые создают виртуальную реальность. Да, ну век живи, век крутись. Космонавт Борисов продемонстрировал эффект Джанибекова в условиях невесомости, известный также как теорема промежуточной оси на Международной космической станции. На эксклюзивных кадрах, снятых в понедельник, он проводит эксперимент, задавая вращение ключу, ножницам и многофункциональному инструменту в невесомости. Очень интересно. Всем привет с борта Международной космической станции. Наверняка многие из вас слышали про теорему промежуточной оси или пробовали подкидывать и вращать теннисную ракетку на Земле. В России этот эффект, это явление называется эффект Джанибекова. Называется оно так в честь Владимира Джанибекова, который впервые описал этот эффект, попробовав вот так вращать предмет невесомости. Это произошло на станции «Салют-7». Это специальный ключ, с помощью которого мы открываем-закрываем панели в одном из модулей МКС. И если его закрутить вокруг вот этой оси, то он через какое-то время после вращения будет поворачиваться на 180 градусов. На самом деле это можно пробовать не только с таким ключом, но и с другими предметами. Любой предмет можно вращать вокруг 3 осей. И вот если взять и вращать вокруг одной оси, то вращение стабильно. Вокруг другой оси тоже стабильно. А вот вокруг этой оси мы будем наблюдать переворот на 180 градусов. Впервые это обнаружил французский механик Луи Пуансо и опубликовал эту работу, описывающую этот эффект, в 1834 году. А еще многие задаются вопросом, а наша Земля не может сделать такой кувырок? Она ведь тоже вращается, вдруг она тоже возьмет и повернется на 180 градусов. Но нет, Земля уже миллиарды лет находится в стабильном положении, с максимальным моментом инерции. К тому же на нее, как и на другие тела Солнечной системы, действуют приливные силы. Вот и все на сегодня. Такой вот урок по классической, но космической механике. До новых встреч! Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Мы продолжаем делиться отличными новостями. В минувшее воскресенье на нашем канале завершился второй сезон песенного конкурса «Вот это да!». 10 финалистов из городов Якутии на протяжении 2 месяцев боролись за победу. 2 победителя, один по версии профессионального жюри, другой по СМС-голосованию телезрителей, определены. Приз зрительских симпатий достался преподавателю музыкальной школы из поселка Максоголох Анне Мясниковой, а победителем конкурса жюри признала студентку колледжа культуры и искусств 18-летнюю Саяну Неустроеву. Саяна, доброе утро. Доброе утро. Поздравляем с победой. Спасибо большое. Да, и мы слышали очень такое, посвятила ты свою победу дедушке, да, это был такой трогательный момент. Эту победу я посвящаю... Кому? Я посвящаю своему дедушке. Саяна. Ты можешь побольше рассказать о своем дедушке? Ну, дедушка — это мой человек, который привил ко мне музыку и дал понять, что такое музыка. Он, как бы сказать, его гены подействовали на меня. Он у меня мелодист, баянист, автор, исполнитель. Вот. И совсем недавно он ушел из нашего мира, так скажем. Поэтому я верю, что он поддерживал меня и был рядом, поэтому так получилось. Здорово. Ну, очень здорово, что это такой семейный уже, да? И, конечно, наверняка я был рядом с вами, вы же стали победительницей. Поэтому мы поздравляем. Какие первые ощущения? Как отреагировали родные, однокурсники, преподаватели? Ну, я сама вообще не ожидала, потому что
такие взрослые люди, такие наисильнейшие голоса Якутии стояли рядом со мной. Я очень волновалась. А мои друзья, родные, близкие, они радовались так, будто сами спели, сами выиграли. Вот. Ну, очень позитивно. Как вы выбирали материал, который будете исполнять? Кто надоумил участвовать в конкурсе? Я думала, какую же песню мне спеть, чтобы она была такой выигрышной. И вдруг вспомнила, что в мультике «Зверопой» слон пела песню такую очень крутую, и всех она повергла в шок. Поэтому я подумала, почему бы и нет. Ну, это сложная песня, да? С Очень вокальной сложно. стороны. И высокая очень. Ну, на ваш выбор, конечно. Может быть, вы нам споете какой-нибудь отрывок? Я немножко приболела. Ну ладно. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out and when just second of things not having. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, Mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. Здорово, здорово. Очень здорово. Скажите, а вы как узнали про проект вот это, да, и как давно узнали о нем? Я в прошлом году еще услышала, что по каналу Якутия-24 будет такой вокальный проект. Я подумала, вау, а потом посмотрела и увидела, что там с 18 лет, и оно для взрослых. А мне тогда было 17, я подумала, ну ладно, в следующем году... Чуть-чуть подожду, да? Да. Вот. То есть это было ваше решение, и вы были уверены, что за год вы подготовитесь? Ну, не очень, просто показать себя, проявить. Как участники остальные, как вы подружились? Или была такая конкуренция? Конкуренции вообще не было, я считаю, потому что все вот такие милые, дружные, дружелюбные, отзывчивые. И все очень творческие, все очень крутые, мне показалось. Но я с ними не подружилась, потому что я такая маленькая, наверное. Они все взрослые были, поэтому... Ну, по крайней мере, вы почерпнули от себя какие-то эмоции, может быть, какие-то приемы, в свою очередь, подготовки, да? Что-то у кого-то увидели, Да. что-то услышали. Ну, это здорово. А дальше какие у вас планы? Дальше планы, окончить свой колледж, затем поступить на вышку, наверное, и дальше уже посмотрим. Ну, связать свою жизнь С музыкой, да. Вот сейчас мы видим церемонию награждения, да? Какой приз вы получили? Я получила 100 тысяч рублей. Как здорово! На что потратишь? Да, есть Какие планы? Да, я думаю потратить их на свое саморазвитие музыкальное. Я хочу, может быть, электрогитару купить, может быть, барабаны. То есть, в целом ты еще играешь на других инструментах? Ага, На умею каких? играть. Я играю на фортепиано, гитаре, бас-гитаре и барабанах. Ничего себе. То Какой есть, большой список. если бы у тебя было 4, ты могла бы составить уже отдельную группу, да? Жалко, не планируете. А ты состоишь в составе каких-либо групп? Сейчас вот я был недавно на рок-фестивале одном. Очень я удивился, что большое количество рок-музыкантов и интересных групп у нас в Якутии. Да, сейчас молодежь такая заинтересованная в музыке пошла. И у нас в колледже, да, есть группа, называется «Север». Мы всем курсом играем на инструментах и еще меняемся друг с другом. И сами поем. В общем, очень клево. То есть Кстати, очень интересно. мультилюди, которые друг друга заменяют. Ага. Нет, вообще интересная практика. Я, допустим, вот тот же фестиваль, смотришь, вроде бы гитарист и вокалист в одной группе, в другой группе он просто гитарист, а в третьей группе он просто вокалист. Ну, то есть вот такие вот ребята есть, очень разносторонние, да, универсальные. Ну, а кто-то заразился желанием тоже поучаствовать в будущем? Из однокурсников, из друзей, из группы? Они вообще в шоке были от того, какой приз. И, может быть, в следующем году тоже будут мои однокурсники. Отлично. Больше уже давайте в рекомендации, как мастер своего дела. Да-да-да. Что бы ты посоветовала действительно вот ребятам, которые, может быть, занимаются вокалом, но хотят это делать более профессионально? Я бы посоветовала им с выбором песни очень потрудиться, потому что действительно некоторые песни бывают просто припев, куплет, проигрыш, вот так. А должны быть песни с развитием, может быть, какими-то
чтобы можно показать свой голос, свои техники вокала. Вот. А еще не стесняться играть на камеру, потому что все свои. Такие же люди сидят за камерой, за экраном. Ну там, не знаю, количество подписчиков в социальных сетях увеличилось после участия? Увеличивается, ага. А ты вела какой-то такой, как говорится, онлайн-блог или что-то такое? Нет, я просто выкладываю каверы иногда. Недавно у меня залетел кавер, где я пою на якутском, и у меня рядом стоит кот. Вот. Мне кажется, из-за кота очень много лайков набралось. Да? А ты можешь исполнить эту песню из того кавера? На якутском? Да. Үрүмәтчи өрүн курдук, ары жанкер халлан курдук, кәннәрүләх кымыз курдук, кәңүл сана кымын курдук, жаллақсаха кіргіттар, чаран тудан тағыстылар, ою жарға тереңселер, оғырықтан керділер. Классно. Классно. Здорово. Мне кажется, дело совсем не в коте. Да. Спасибо тебе большое. Мы тебе желаем успехов. Ну и Дальнейших побед. Да, дальнейших Конечно. побед. Спасибо. Но, думаю, некоторые телезрители вместо сахара сегодня, используют сахарин. Ну, заваривайте кофе или чай. Это низкокалорийное подслащивающее вещество. И оно в 300-400 раз слаще сахарозы. Его открыли случайно ровно 145 лет назад. Именно в этот день. А какие еще даты и события связаны с 27 февраля? Посмотрим. Да, и узнаем тоже, может быть, что-нибудь полезное. Да, прямо сейчас. На календаре 27 февраля. В этот день отмечаются Международный день полярного медведя, Всемирный день неправительственных организаций, День сил специальных операций в России. По народному календарю Кирилл – весноуказчик. На Руси Кирилла прозвали весноуказчиком, поскольку по погоде в этот день судили о весне. Если она оказывалась хорошей, это предвещало морозы. День в истории. В 1411 году в шотландском городе Сент-Эндрюсе основан один из старейших университетов. В 1598 году Земский собор избрал русским царем Бориса Годунова. В 1879 году получен искусственный подсластитель сахарин. В 1900 году основан футбольный клуб «Бавария». В 1964 году спущен на воду первый в мире туристический подводный аппарат. В 1997 году объявлено об успешном клонировании овечки Долли. В этот день родились Константин Великий, римский император; Николай Ге, русский живописец, мастер портретов исторических и религиозных; Петр Нестеров, русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа, штабс-капитан; Елена Великанова, советская эстрадная певица, народная артистка России; Элизабет Тейлор, англо-американская киноактриса; Евгений Урбанский, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаил, Федор. Но, как мы узнали из этой рубрики, сегодня, 27 февраля, отмечается Международный день полярного медведя или День белого медведя. Инициатором праздника является международная организация Polar Bears International. Белый полярный медведь – это крупное хищное животное, потомок бурого медведя. Он занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По оценкам ученых, в мире насчитывается 20-25 тысяч особей белого медведя. Основной целью проведения дня является распространение информации о полярном медведе и привлечение внимания общества к необходимости охраны самого крупного наземного хищника планеты. Особое внимание охранным мероприятиям уделяют страны, в которых обитает животное. Это Россия, Канада, США, Аляска, Норвегия и Гренландия. Интересные факты о белых медведях. Животным очень комфортно при температуре минус 45 градусов и ниже. Они выдерживают температуру до минус 80 градусов Цельсия. Тепло сохраняется благодаря 2 слоям меха и толстому слою подкожного жира. Белые медведи больше страдают от перегрева организма, особенно во время бега за добычей. Во время охоты используют правую лапу для маскировки, закрывая ею нос, и сливаются с окружающей средой.
А у нашей Колыманы и Ломоносова прибавление. Якутский зоопарк Артодайдо еще 30 января опубликовал в своем телеграм-канале новость о рождении медвежат у знаменитой пары белых медведей Колыманы и Ломоносова. С помощью специальной камеры, установленной в берлоге Колыманы, зоологи рассмотрели 2 маленьких медвежат. Пока невозможно даже определить их пол. С декабря мы начали замечать изменения в поведении самки. Она стала отказываться от еды и затем залегла в берлогу. Недавно удалось рассмотреть через встроенную видеокамеру, что самка принесла потомство. Мы думаем, что выход мамы с малышами состоится в марте, рассказали сотрудники зоопарка. Отец медвежат Ломоносов сейчас проживает отдельно от семьи. В дикой природе самки белых медведей воспитывают детенышей без помощи самцов. Но это не значит, что в семействе хищников проблемы. Напоминаем, Ломоносов переехал в Якутск из Петербурга в 2011 году. С Колыманой они образовали крепкую пару, а в 2016 году в Якутске родилась и вскоре переехала в Петербург дочь Ломоносова и Колыманы – Харчана. В переводе имя значит «снежинка». Сегодня она настоящая звезда Ленинградского зоопарка. Белый медведь – символ Ленинградского зоопарка. Именно здесь в 1930-х годах впервые в мире удалось добиться регулярного размножения этих хищников в неволе. Харчана и ее новые родственники продолжают именно петербургскую династию белых медведей. Смотрите, какие они замечательные. Да, здорово. Ну, раз уж мы заговорили о медведях, то надо не забывать, что также панда Катюша отвлекает маму Дин-Дин во время ее тренинга в московском зоопарке. На этих кадрах, которые сейчас вы видите на своих экранах, малышка лезет играть к панде во время ее упражнений в вольере, после чего Дин-Дин отодвигает детеныша лапой и продолжает заниматься. Первый в России детеныш большой панды появился на свет 24 августа 2023 года. 24 сентября врачи зоопарка определили пол медвежонка. Это оказалась девочка. 3 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по итогам голосования на городском портале малышку назвали Катюшей. Родителей новорожденной панды Жуи и Дин-Дин перевезли в Москву в 2019 году специальным рейсом из Пекина. На церемонии открытия павильона «Фауна» Китая присутствовали президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. В дикой природе панды водятся исключительно в Китае и признаны национальным достоянием Поднебесной. Другим государствам большие панды передаются по договору аренды. В московском зоопарке Жуи и Дин-Дин привезли в рамках соглашения о сотрудничестве в научной программе по сохранению и размножению редкого вида животных. Ну, какие тоже нельзя даже выбрать, кто из них лучше. Они, по-моему, все прекрасные, очень позитивные. И здорово, что у нас такие добрые новости. Да, действительно. Но, дорогие друзья, мы двигаемся далее. И следующее, в продолжении нашей программы хотелось бы, Веронику, спросить, есть ли у тебя какой-нибудь любимый литературный герой? Ну, их так много, что их просто нельзя. Знаешь, как когда спрашивают, а что ты любишь? Я такая... Даже не знаю, очень сложно выбрать. Да, но по результатам опроса группы компаний Litres среди героев зарубежной литературы россиянам больше всего симпатичен талантливый детектив Шерлок Холмс. Практически 30% читают. На него хочет быть похожей. Вот, да. Точно. Да, точно? Да. Ага. Так, на втором месте одна из лучших учениц Хогвартса, Гермиона Грейнджер, это 29,4%. Замыкает тройку лидеров «Маленький принц» 19%. Мальчики из одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери. Так говорит сообщение Litres. Среди героев отечественной литературы больше всего россияне хотят равняться на главную героиню романа «Мастер и Маргарита», почти 23%. На третьей строчке рейтинга расположилась Ассоль 12% из повести Александра Грина «Алые паруса». Ну, знаешь, как-то необычно. Ну, вот Грейнджер, это, да, это понятно, да. А Фандорин, ну, в принципе, тоже логично. Меня вот больше всего удивил, наверное, «Мастер и Маргарита», да, главная героиня. Ну, как-то не самый яркий в произведении персонаж. Мне вот кот как-то больше запомнился местами. Ну, шучу, конечно. Но просто неожиданно. И вот «Маленький принц». Потому что, нет, произведение прекрасное, и герои очень интересные. Просто удивительно, что вспоминают впервые. Ну, когда спрашиваешь же, человек вспоминает только самые яркие моменты жизни, и что вспомнили именно этих героев. Ну, в целом, да. Но мы сейчас вам предлагаем познакомиться с новыми героями прямо сейчас из нашего сюжета. Возможно, вы возьмете их за пример. Доброе утро, дорогие телезрители! И сегодняшнюю рубрику я бы хотела начать с вопроса. Вы когда-нибудь слышали о пиратах? Люди, что месяцами бороздят огромное море и лишь иногда останавливаются в портовых городках.
Звучит захватывающе, не правда ли? Но вы никогда не задавались вопросом, почему они каждый раз выходят на большое море? Об этом вам расскажет книга Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Роман был написан в 1883 году, а его история создания очень интересная. За окном лил дождь, что неудивительно для осени, а пасынок Роберта что-то увлеченно рисовал за столом. Как оказалось, это была карта. Льюис подхватил эту идею и начал дорисовывать леса, ручей, горы. Начертил 3 красных креста и под ними написал: «Здесь спрятаны сокровища». Этот, казалось бы, спонтанный рисунок натолкнет автора написать всемирно известный роман. Как потом выражался сам автор, он написал эту книгу очень быстро, как никогда раньше, словно все уже было расписано давно у него в голове, и все, что ему оставалось сделать, это перенести ее на бумагу. Сразу было решено, что книга будет ориентирована на мальчишек, а прототипом главного героя, Джима Хокинса, станет пасынок Роберта, Ллойд. Наш главный герой – Джим Хокинс. Его семья обладает своим трактиром «Капитан Бенбоу». И однажды в нем остановился пират с шрамом на щеке. Он был очень нелюдим. Каждый день пил ром и выходил смотреть в открытое море. Но, как понял потом Джим, он чего-то очень сильно опасался и даже платил нашему герою, чтобы тот следил, не появится ли где-нибудь человек с одной ногой. И вот то, чего так все опасались, однажды случилось. На пороге трактира появился он, черный пес. Сможет ли наш главный герой добыть сокровище и остаться живым? А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Хорошего дня. Дорогие друзья, ну а далее в продолжении этой темы нашей традиционной рубрики «Говорим правильно» мы разберем слова «вообще» и «в общем». Доброе утро, дорогие телезрители! Среди наречий, о которых мы с вами говорим в последнее время, есть 2 очень коварных слова. Это слово «вообще» и «в общем». Дело в том, что наречие «вообще» пишется слитно. Это многозначное наречие. Согласно большому толковому словарю Кузнецова, у этого слова целых 5 значений, одно из которых в целом, в основном. Давайте проиллюстрируем употребление наречия «вообще» в этом значении. А помогут мне мои ученики. Диана, как дела? Вообще отлично. А вот наречное выражение «в общем» пишется раздельно, потому что оно образовано от соединения предлога, который превращается в приставку, и второй части, которая начинается на гласные. Итак, на самом деле слова «вообще» и «в общем» являются синонимами, то есть могут вполне друг друга заменять в речи. Наверное, поэтому мы их часто путаем. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Ну а прямо сейчас мы хотим поделиться волшебным материалом. Это фестиваль ледовых скульптур превратился в берег Байкала в сказочную страну. Переносимся туда? Мифические звери и герои сказок стали частью зимнего пейзажа Байкала благодаря фестивалю ледовой скульптуры «Альхон Айс Парк». На кадрах, снятых в воскресенье, посетители рассматривают застывшие в скалах статуи и причудливые композиции в виде дракона, русалки, водяного, а также морских и лесных обитателей. Большая часть экспонатов выполнена в технике льдопластики. Скульптор Андрей Кузнецов объяснил, что в качестве материала для таких работ используются не готовые кубы льда, а наплески волн, которые принимают различные формы, разбиваясь о берег и замерзая. Каждый год фестиваль удивляет новыми исполнениями, новыми фигурами, новыми интерпретациями наплесков. То есть объяснить, наверное, нужно зрителю, что такое скульптура и что такое ледопластика. Скульптура – это то, что высекают из куска льда. Художники своим
фантазии воплощаю. А ледопластика – это то, что уже природой создано, наплески воды Байкала, лед, и художник видит в тех или иных наплесках какую-то свою картинку и потом ее воплощает в реальность, чтобы ее видели все. По словам другого участника мероприятия Ивана Локтюхина, работа со льдом сопряжена с неудобствами, однако предоставляет мастеру безграничные возможности для реализации идей. Льдом можно только заболеть, потому что это материал, который, если человек его пробует, он или прекращает этим заниматься, или занимается уже годами, то есть всю жизнь. Потому как на самом деле холодно это. То есть это холодно, некомфортно, это абсолютно такие экстремальные условия. Но это как вот экстремальный спорт. Люди, если загорелись этим, они этим живут. А лед, он красивый, то есть это материал, который волшебен, это вода. Вода, которая в этом состоянии минерал, камень, из нее можно резать, его можно склеивать, спаивать. То есть это очень безграничные возможности в работе, и в то же время он очень быстро уходит. То есть вот эта магия быстроты, люди, когда смотрят именно на ледяные скульптуры, они проникаются больше даже, чем каменными, потому что камень можно прийти, посмотреть второй раз. Тут люди запечатлевают этот образ сразу и уже на года внутрь. Альхон Айс Фест 2024 проходит с 15 февраля по 15 марта на площадке протяженностью 1 километр вдоль прибрежной линии острова Альхон. В мероприятии принимают участие 10 скульпторов со всей страны, а также иностранные художники. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики реализует программу подготовки кадров для госслужбы и институтов развития макрорегиона Муравьев-Амурский 2030. Годовая модульная образовательная программа с последующим двухлетним трудоустройством включает 8 модулей в регионах Дальнего Востока и в Москве. Стажировки на всех уровнях власти. 7 проектов и отраслей предусматривает погружение в историю и культуру, востоковедение, укрепление патриотических ценностей. Конкурс на программу по итогам отбора 2 потоков. 55 человек на место. В нем приняли участие кандидаты из более чем 80 регионов России. В январе компания «Железные дороги Якутии» перевезла в 1,5 раза больше грузов, чем в предыдущем году. Объем грузоперевозок достиг почти 750 тысяч тонн, что превысило показатели первого месяца 2023 года на 40%. Грузооборот достиг 150 миллионов тонн-километров, что на 17% больше, чем годом ранее. Основную долю перевозок занимает погрузка угля. Объем увеличился на 40% по сравнению с прошлым январем и достиг 540 тысяч тонн. Также значительный рост отмечен в перевозке прочих грузов, объем которых увеличился в 2,2 раза и достиг отметки в 58 тысяч тонн. А Минпромгеология республики запустила опросы для населения региона, чтобы выявить их отношение к промышленному туризму. Увидеть своими глазами самое большое месторождение в России, крупнейшую фабрику, где крутятся гигантские мельницы по измельчению руды, прогуляться по шахте или посмотреть, как создают украшения из мамонтовой кости. Таких туристических программ становится все больше. Промышленный туризм – это не просто экскурсия, а знакомство с процессом создания продукта. Почти всегда такие процессы по-настоящему зрелищные, отметили в пресс-службе министерства. В музее имени Ярославского открылась выставка «Якутские украшения». Представлены уникальные драгоценности, начиная с 16 века, заканчивая изделиями современных мастеров. Из них особое место по красоте и количеству принадлежит серебряным украшениям. Это комплекты женского съемного праздничного наряда, кольца, серьги, браслеты, традиционные мужские пояса, нагрудные кресты, снежные очки и многое другое. А особое место на выставке отведено конскому убранству. С прошлой недели в нашем музее работает выставка, которая посвящена якутским украшениям. И тут мы можем увидеть парадное конское снаряжение, да, полностью обмундирование, в том числе чепраки, кочимы, плети, кнуты и ювелирные украшения, начиная с 16-17 веков. То есть получается тут у нас и археологические материалы, да, и этнографические сборы.
Движение транспортных средств по улице Дзержинского перекроют во время праздничного шествия ко Дню народного мастера республики, столицы региона, 5 марта. Ограничения введут на участке от перекрестка Лермонтова-Дзержинского до улицы Богатырева с 11:30 до 12:00, а также на участке от перекрестка Богатырева-Дзержинского до площади Орджоникидзе на период с 12 до 13 часов. Напомним, День народного мастера отмечается в Якутии 5 марта с 2012 года. Торжественное шествие в честь этого дня проводят с 2017 года. Катание на катке – один из самых лучших способов в зимний период укрепить здоровье и получить незабываемые впечатления. Некоторые катки в Якутии уже начинают принимать горожан и гостей столицы, в том числе просторный каток на озере Талая, который расположен рядом с Синема-центром. Территория катка полностью оборудована скамейками и фонарями, ну а во время катания включено музыкальное сопровождение. Вход на каток со своими коньками бесплатный. Для удобства посетителей функционирует пункт проката и заточки коньков. Есть коньки фигурные, хоккейные. Размеры с 26 по 45 имеются. У нас час стоит 250 рублей. Также действуют скидки многодетным и участникам СВО. В принципе, каток понравился, но есть некоторые нюансы. Тут очень много трещин, из-за них очень сложно кататься. Насчет проката, я не думала, что тут будут просить паспорт, если нужно показывать удостоверение о многодетности. Поэтому было немножко сложно. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. В Музее «Россия. Моя история» прошел показ документально-приключенческого фильма «Кочевники Ледовитого океана. Тайны острова Туманов». Мероприятие организовано молодежным клубом Русского географического общества Якутии. Руководитель экспедиции – почетный полярник России Николай Находкин. В составе команды были действующие сотрудники службы спасения Якутии. Участником похода стал также блогер, кинодокументалист Игорь Ермаков, больше известный в Якутии как Эркин Питерский Якут. Эркин собрал уникальный видеоматериал о подготовке и ходе экспедиции. На основе этого материала был создан фильм «Кочевники Ледовитого океана. Тайны острова Туманов». И он сегодня у нас в гостях. Эркин, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как прошла экспедиция, очень интересно. Ну, для меня вообще это было, на сегодняшний день я так оцениваю, как самое невероятное событие в жизни. Она проходила в 2 этапа. Мы в 2020 году первую попытку уже сделали. То есть мне вообще посчастливилось познакомиться с Николаем Александровичем, попасть в команду. Это просто для меня было что-то невероятное. Я тогда даже фильмы снимать не умел. А мне сказали, задача такая, ну, то есть я блогером занимался, просто склеивал видео, как смог. Приехал в Якутию. Мне говорят, надо сделать фильм. Я, ну, надо, сделаем. Поехал, снял, но мы первый этап экспедиции у нас был не совсем удачный. И вот уже через 2 года мы хорошенько подготовились, лучше, чем, ну, получили опыт в первом этапе, и уже с этим опытом выполнили все задачи, и вот эта экспедиция уже, ну, я каждый день, находясь там, просто, ну, не понимал, что это действительно происходит со мной. Это такие далекие земли, там, ну, по статистике даже в космосе было меньше людей, больше людей, чем на острове Бенета как минимум. То есть это действительно такая невероятная экстремальная экспедиция, потому что условия там в Арктике, это море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, как раз кадры видели? Ледовитый океан. Да, вот, ну, кадры, я это все видел своими глазами. Вы не представляете, насколько это просто восторг внутри постоянный, ежедневный. Ну, конечно, работа у меня была постоянно снимать, но это, как обычно, входит в такую рутину. Но при этом не отменяли задачи и те же самые, которые у других ребят. За штурвалом мы по графику дежурили, то есть нам нужно было постоянно идти, чтобы успевать попадать в маленькие промежутки между штормами. Действительно, там очень мало спокойных, тихих дней. И вот мы сейчас оценим, что как будто бы сами силы природы нам помогали. Потому что действительно часто были какие-то невероятные стечения обстоятельств, которые просто, ну, очень редкие бывают, даже в плане погоды. Ну, действительно. А что больше всего запомнилось? Ну, это, наверное, такой сложный вопрос, может быть, и простой. Что больше всего запомнилось? Ну, да, наверное, сложновато, потому что действительно там каждый день запоминающийся был. Конечно, запоминаются моменты, которые делают какую-то эмоциональную встряску, а для меня это были экстремальные моменты. Допустим, когда у нас сломался... Вот я когда плыл, вот иногда смотришь, вот знаете, вот когда стоишь на краю балкона,
На него нависаешь, люди, кто боятся высоты, им кажется, что сейчас перила отломаются, и они туда улетят. Хотя перила крепко сварены, то есть ничего там не отломается. У меня было такое чувство, когда я смотрел на транец с мотором. Надежная, мощная конструкция металлическая, сваренный мотор. И вот ты смотришь, катамаран едет, мы посреди океана, берегов не видно, и вот волна бьет, бам-бам, туда вот. Ты смотришь, думаешь, а вдруг он сейчас вот отвалится и вот под воду упадет. Это все, это смертельно опасная ситуация, потому что нас подхватит шторм и унесет куда-нибудь к Северному полюсу. И все, кто-то до нас, не долететь, не доехать до нас будет невозможно. И как вы думаете, что я почувствовал, когда действительно сломается транец с мотором? Хорошо, что мы были на берегу на острове, там пришла волна, перебила, поставила катамаран боком, вырвала стяжки, которые его держали на берегу. И боковые удары переломили транец, и он... Хорошо, что на берегу. Ну, да? Почти на берегу. Катамаран вышел в воду, парни дали газу, и как раз вот этот газ, он немножко... И опять же, если вернуться к теме стечения обстоятельств, там была трещина. То есть мы развернули катамаран, но не смогли поставить его, пришлось оттолкнуть, чтобы они сделали маневр, завели двигатель, сделали маневр и припарковались так вот, ну, как полагается. И вот как раз этот маневр дал ту нагрузку, которая переломила окончательно транец. И он упал под воду, повис на проводах управления, ребята схватили, успели перемотать веревками, быстро заглушить. И в этот момент у меня был просто нереальнейший стресс. Конечно, мне это запомнилось надолго, потому что я думаю, это моя фобия, которая реализовалась вот в реальной жизни. Ну и, конечно, мишки. 1, 2, 3. Сегодня, кстати, их профессиональный праздник, да, День белого медведя. Профессиональный праздник мишек. Много видели их? Ну, вот следы были сначала, когда мы только подплывали к Бинете на земля Бунги, там вот это где часть острова Котельный. Я вот увидел свежий след, конечно, уже было волнительно. Ну вот они, да, 1, 2. Вот это все, конечно, Ну не агрессивные они, спокойные? Или... Ну как, вот это, они просто не знают, кто мы такие. Вот этот медведь, который вот этот последний, вот здоровый такой, он голодный. И я, худой, видно. Да, худой. Я пересматривал кадры, он идет просто осматривать новые, как что-то появилось на его острове. Он людей сроду не видел, я так понимаю, что. И он посмотрел на нас и, не колеблясь, пошел вперед. То есть другое дикое животное бы увидев человека, оно обычно опасается, да, и уходит подальше. Этот же уверенно пошел вперед, и мы то еле успели запрыгнуть, и он уже там на берегу оказался и вот ищет там что покушать. Там остатки хлеба у нас были какие-то, оладушки мы же с РГ поставили. Вот покормили его. Да, покормили заодно. То есть мы это как-то не очень естественно. Ну да, он, мне кажется, особо не наелся. Но вот для нас это было таким знаком, что вот хозяин острова пришел принять нашу работу. Мы выполнили, построили домик, спасательное депо было построено, там установили СРГ, крест православный. И вот в самом конце, опять же, стечение обстоятельств, 2 мишки пришло. Это, конечно, немножко раскрывает тайны фильма, но, тем не менее, чтобы заинтриговать зрителя. То есть мы 2 дня работали, один приходил, но ночью пришел и почему-то ушел. Увидел только Валера, никого не стал беспокоить, охотник наш, ну, он посмотрел за ним. А потом они пришли только в самом конце, что один, что второй, ну, практически в конце. То есть мы смогли спугнуть, они, оказывается, дронов боятся. Поэтому взлетаешь, летишь и отгоняешь, да. Ну вот и с тех пор я даже воспринимаю белого медведя как свое тотемное животное, если вот есть такие. Продолжая тему фильма, когда будет прокат, как это будет? Ну вот это, что мы увидим, для меня это будет невероятное большой. Достижение. Да, сами понимаете, я приехал в Якутию, я только вот взял камеру, начал снимать, вот в руке даже ее держал, и склеивал, вот как научился по ютубу, смотрел, как делать монтаж, как делать звук, там, и вот все время я так и учился. И то сейчас, получается, я сделал полнометражный большой фильм, он 1:50 идет, то есть почти 2 часа. Получили мы прокатное удостоверение, сделали пушкинскую карту. Сейчас мы работаем с Министерством образования, чтобы школьников привлечь к показу и даже как учитывать как урок географии, потому что у меня уже были пока разовые показы, была премьера в апреле, сейчас я ездил в Сосновый Бор к себе на родину. Родителям я там организовал показ в ДК, зрители были в восторге. Мне сложно понять как автору, я все равно критикую половину, ну, знаешь, что это такое, да, когда сам занимаешься, взгляд замыливается, поэтому только обратная связь людей. И когда дети говорят, что здорово, когда мне говорят, что вот моя малышка 5-7-летняя, вот она сидела 2 часа, не открывая глаз, хотя, говорит, ее на 20 минут даже сложно к чему-то привлечь, но это показатель, это знак. То есть, ну, вопрос теперь, что вот я же его один сделал. Просто сам снял, пришел дома в кустарных условиях, сам там озвучивал, учился озвучить, меня же никто не учил, там монтировал звукорежиссуру, сейчас даже еще звук выравниваю, потому что в кинотеатрах он другой, чем у меня в наушниках. Я в итоге сейчас колонку JBL поставил, у него похожие басы на бас кинотеатра. И корректирую звук, да. Ну, то есть это я к чему? Что еще процесс идет. Ведутся переговоры с кинотеатрами. Конечно же, это коммерческие организации, которых надо убедить. У них такой опыт впервые, чтобы вот документальное кино брать в прокат. И я их прекрасно понимаю, да, то есть нужно убедить, что люди пойдут.
И вот как раз мы хотим через школьников и студентов, потому что пушкинская карта получена, они смогут посещать сеансы, и мы это готовы организовать. Это уже для кинотеатров, уже посещаемость. И плюс еще люди ждут. У нас еще и Мирлан Туркменов, знаешь его тоже, да, вот он в команде. У него тоже блог развился очень неплохо, за уже 120 там, или 130 тысяч подписчиков. Он вообще молодец, там за год, наверное, у него больше, чем меня, там в 3 раза уже. То есть мы готовы через свои каналы продвигать. То есть главное убедить кинотеатры. Если они возьмут, найдут для нас место, то это будет просто для меня нереальное счастье, что фильм, который я сделал один, покажут в кинотеатрах по всей Якутии. Ну, это здорово, вообще здорово. Да, будем ждать в кинотеатрах. К кинотеатрам обращаемся. Возьмите, пожалуйста. Да. Покажите, Мы да, с Евгением хотим тоже посмотреть. Да, я к зрителям на большом обращусь, вы, экране. пожалуйста, приходите тоже на... Кто не слышал про этот фильм, я заполонить хочу всю нашу якутские сети, когда он выйдет, чтобы вы приходили, потому что действительно люди выходят в восторге после сеанса, говорят, 2 часа просто на одном дыхании, а это показатель. Здорово, здорово. Какие дальнейшие? Да, хотел спросить, какие дальнейшие планы? Ну вот это сложновато сейчас, период у меня такой, какой-то трансформации, на самом деле, потому что вся моя деятельность, она как-то, практически всегда финансово никак не обеспечилась. Я делал всегда для души, но вот, я даже продал квартиру ради своей деятельности в Питере, купил машину, оборудование, там, чтобы дальше снимать, но сейчас у меня ресурсы иссякли вообще. То есть мне теперь надо немножко переключиться как-то на финансовую сторону, но, тем не менее, это только временно, чтобы дальше идти в какие-то проекты. У меня есть проект «Дружба народов», «Планета дружбы народов», который я вот с Питера до Якутска, у меня был автопробег «Дружбы народов», я его не бросаю, просто мне сейчас нет ресурсов, чтобы его продолжать. А так у меня мечта сесть в машину и дальше снимать именно в концепции дружбы народов разные народности, людей, представителей этих народов, потому что людей очень много уникальных, мы просто многих не видим, а многие даже просто сами не знают, что они уникальны, им нужно просто помочь раскрыться. Да. Ну, столько проектов, столько задумок. Кто, можно сказать, вас поддерживает? Родные, близкие, друзья? Кому бы хотели выразить такую небольшую благодарность, пользуясь возможностью? Друзья меня всегда поддерживают. Родители, конечно, родителям огромное спасибо, потому что действительно иногда я делаю такие шаги, которые мало кто из родителей может поддержать, даже продажа квартиры, да, то есть это очень рискованное решение, потому что я ставлю сейчас все на карту. Я хочу все-таки делать что-то такое, деятельность, чтобы была еще полезна для общества, а не просто вести блог. Поэтому сейчас мне сложновато еще в этом деле. Я мог бы там ходить, путешествовать, снимать какие-то красивые кадры, но хочется внести какой-то смысл в то, что я делаю. А так, народ Якутии, огромное спасибо. Я чувствую поддержку народов всех, по крайней мере, кто меня знает, кто меня смотрит, всегда такие душевные комментарии оставляет. Это меня всегда вдохновляет. Каждое видео, поэтому спасибо вам. Большое вам. Игорь, спасибо тебе. За такую активность. Ну, а вам, дорогие телезрители, желаем хорошего дня, отличного начала утра. Начинайте его вместе с нами. До завтра.